Край наш удмуртский, родные просторы, лес, перелески, холмы да поля. Как хороши твои ясные зори, как ты прекрасна, родная земля. Кто бы ты ни был, удмурт или русский, все мы одна и большая семья. Славься в веках, наш родной край удмуртский, благословенна будь наша земля. 14 января 1984 года в газете «Комсомолец Удмуртии» было опубликовано сообщение о создании в Удмуртской республиканской научной библиотеке имени Ленина краеведческого клуба. Первым его руководителем была Мария Михайловна Самсонова, первая заведующая отделом национальной и краеведческой литературы. Ей удалось сплотить группу известных краеведов республики, ставших незаменимыми помощниками в подготовке и проведении заседаний клуба. Среди них Николай Михайлович Веприков и Анатолий Дмитриевич Ефремов. За 30 лет существования более 7,5 тысяч участников и гостей клуба приняли участие в 147 заседаниях. Начало традиции проведения юбилейных вечеров и вечеров памяти лучших представителей культуры и науки Удмуртской республики положило первое заседание клуба, посвященное столетнему юбилею поэта, публициста, общественного деятеля Максима Прокопьевича Прокопьева. Надежда Николаевна Бочкарева, возглавив клуб в 1988 году, не только продолжила традиции клуба, но и смогла привлечь в него новых членов, расширить состав актива, в который вошли видные ученые Удмуртии и деятели культуры республики. Деятельность Надежды Петровны Лимоновой на посту руководителя клуба способствовала его популярности в республике и за ее пределами. В это время начинают устанавливаться международные контакты клуба. Его гостями становятся ученые и писатели Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Первая в истории клуба книжная презентация, положившая начало новой традиции, состоялась в 1995 году. Общественность получила возможность познакомиться с книгами «Удмурты» Маргариты Владимировны Гришкиной, «Истоки» Маргариты Григорьевны Ивановой, а также с монографией Владимира Емельяновича Владыкина «Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов». Первая научно-практическая конференция «Ашальчи-Аки и женская поэзия XX века» была организована в клубе к столетию поэтессы в 1998 году. Вечер к столетию со дня рождения ученого-этнографа, общественного деятеля, просветителя и поэта Кузибая Герда продолжил традицию празднования в клубе юбилейных дат. Новой вехой в развитии клуба стала первая встреча с зарубежным ученым Жаном Люком Моро, французским поэтом, финно-угроведом, профессором Парижского института восточных языков и цивилизаций, состоявшейся в том же году. Республиканская целевая программа «Память Удмуртии», сыгравшая значительную роль в сохранении культурного достояния народов Удмуртской республики, была представлена общественности на заседании клуба в 1999 году. В следующем году состоялась презентация сборника стихов Олега Поскребышева «Чтобы лился к свету свет», изданного при поддержке программы. Презентация книги доцента кафедры финно-угорских языков Будапештского университета Эника Си «Термины родства и свойства в удмуртском языке» в 2002 году стала первой в истории клуба презентацией труда зарубежного ученого. Годом позже эстонский писатель и общественный деятель, друг клуба Арва Валтон, представил свою книгу художественной прозы, изданную в переводе на удмуртский язык. Расширялся круг людей, вовлеченных в деятельность клуба. Состоялись встречи с лауреатами премии общества Матиаса Кастрена, Финляндия, с выдающимся спортсменом, мастером спорта международного класса по легкой атлетике Валерием Сунцовым. Международные связи клуба продолжились литературным вечером «Удмуртская и эстонская литература. Шаги навстречу» и презентацией книги Азвещила Тка «Серебряная лодка», изданной на 2 языках в 2005 году. Тогда же состоялся юбилейный вечер популярного республиканского радиожурнала «Арня Чукна. Воскресное утро». 2009 год знаменателен презентацией книги стихов удмуртских поэтов, представленных на 4 языках – удмуртском, эстонском, английском и русском. Заседание клуба, посвященное деятельности литературного объединения «Ашмес-Щин», существовавшего в 50-е и 60-е годы в Алнашах, позволило оценить его роль в развитии культуры республики.
Именно оно подарило Удмуртии поэта Иосифа Боброва, поэта-барда Владимира Каткова, детского поэта Иосифа Иванова, художника Юрия Лобанова и многих других авторов. А наставниками молодых в этом объединении были Флор Васильев, Петр Кубашев, Петр Поздеев, Петр Чернов, Анатолий Комаров, Анатолий Уваров, Егор Загребин и другие известные поэты и писатели. Несколько ярких событий подарил членам и гостям клуба 2011 год. Творческая встреча Содружества литератур впервые соединила молодых эстонских литераторов и членов Удмуртского пен-клуба. Публике был представлен художественный альбом лауреата Государственной премии Удмуртской республики Валентина Белых. Вечер, посвященный столетию Августы Васильевны Конюховой, выпустившей к своему юбилею книгу, позволил представить ее публике. Сегодня клуб стал местом, где проходят творческие и юбилейные вечера известных деятелей науки, культуры, спорта Удмуртии, встречи с зарубежными гостями, презентации новых изданий. Не остаются за пределами внимания и новые форматы представления информации. В 2013 году в клубе прошла презентация мультимедийного издания «Современные удмуртские писатели». Кроме того, расширяются литературные горизонты удмуртских читателей. Гости клуба встретились с переводчиками художественных текстов на удмуртский язык, а также с лауреатами премии программы родственных народов «Эстония». Сегодня в библиотеках республики действует более 40 краеведческих клубов, которые продолжают и развивают традиции клуба «Край Удмуртский». За годы существования клуба вокруг него сложился широкий круг друзей, ученых, литераторов, деятелей культуры, многие из которых своими научными трудами, творческими достижениями неоднократно давали повод для встреч в стенах клуба, были его ведущими, выступали в числе организаторов. В 2014 году будет учреждена государственная премия памяти Зои Алексеевны Богомоловой, давнего друга и бессменного участника клуба, человека, неизмеримо много сделавшего для развития удмуртской литературы. Премия по продвижению чтения будет присуждаться лучшим молодым литературоведам и литературным критикам, библиотекам и библиотекарям республики. Нынешний год ознаменован развитием концепции клуба, предполагающей привлечение к деятельности клуба новых жителей Удмуртской республики. Сегодня в республике работает более 30 национальных культурных объединений. Их члены должны иметь возможность знакомиться с историей, культурой, традициями Удмуртии. Клуб «Край Удмуртский» станет местом встречи и культурного обмена всех народов Удмуртской республики.